хочу поздравить от имени нашего большого коллектива работников сферы культуры днем, Всероссийским днем, праздником работников культуры. 25 марта мы отмечаем этот торжественный день. Ну и наряду сразу хочу поздравить, потому что в понедельник, 27 марта, наступит День театра. Два праздника сегодня делают радостным каждого из нас, кто работает в нашей очень хорошей, доброй, счастливой отрасли культуры. Национальный проект «Культура» хотел бы немножко рассказать. В этом году нам удалось добиться еще большего, чем в предыдущем году. Но это как традиция, это как логика, да, наверное, развития ситуации и каждого, наверное, кто последовательно планирует работу. В этом году нашему министерству, всем нашим муниципальным образованиям, которые участвуют через наше министерство в национальном проекте «Культура», удалось довести общую сумму национального проекта «Культура» почти до 1 миллиарда рублей. Если быть точнее, 984 миллиона рублей. Из них федеральная часть составляет 506 миллионов рублей. Все, что получает национальный проект «Культура», это делается, получают наши люди, наше население, наши поселения. Строятся дома культуры, модернизируется библиотечная система, ремонтируются дома культуры, детские школы искусств. Детские школы искусств еще оснащаются музыкальными инструментами. Ремонтируем. С этого года впервые начали ремонтировать еще наши музеи. А Республика Саха-Якутия – это республика музеев. Их у нас достаточно большое количество. В этом году мы расширили поступление направлений, перечень, по которым финансируется по нашему проекту. Действительно появилась музейная сеть. В этом году пройдут в музеях ремонты. Ремонты пройдут в музее Усть-Майском улусе, Вилюйском улусе. Пройдет музей ремонт и в Кобяйском улусе. Пройдет ремонт музея и в Жиганском улусе. В 4 наших музеях пройдут капитальный ремонт. Тех, кто нас слышит, директоров музеев, работников музеев, призываю к тому, чтобы и в следующем году наращивать объем нашей проектно-сметной документации для того, чтобы в федеральном бюджете защитить и поддерживать наши музеи в муниципальных образованиях. В этом году мы поддержали детские школы искусств, и национальный проект «Культура» примерно 50 миллионов рублей выделено на приобретение музыкальных инструментов 9 нашим детским школам искусств. 3 дома культуры в этом году отремонтируем. Один из них основной, Абагинский, Амгинского улуса. В связи с проведением юбилейных мероприятий Устина Нахсорова было принято решение оргкомитетом республиканским, и ремонтные работы в этом году летом пройдут в селе Абага Амгинского района. В селе Угольное Верхнеколымского района мы провели конкурсные процедуры протяженностью 2 года, учитывая завоз зимником. В прошлом году провели на 2 года, в этом году дофинансируем проектные работы, и ремонтные работы в Угольном завершатся в этом году. По ремонту, дальше по ремонту музеев, детских школ искусств и домов культуры, в принципе, я основные направления сказал. И потом в этом году, как никогда, нам больше денег выделили на строительство домов культуры в сельской местности. Решением президента нашей страны по обращению нашего героя труда Владимира Феликановича в селу Крестах Сунтарского лона улуса предоставлен сумма 180 миллионов рублей для строительства Дома культуры. Сегодня заканчивается проектно-сметная документация, техническая сейчас уже сегодня пройдена, как мне доложили. Получим ценовую часть, и есть решение до 1 апреля заключить контракт с единственным поставщиком для того, чтобы подарок, там, скажем, нашего президента страны по обращению нашего героя труда начать в этом году строить, а в следующем году завершить и заселиться, ну, сделать радостное новоселье. В этом году начнется строительство Дома культуры в селе Талан Чурапчинского улуса. Конкурсные процедуры уже прошли, победитель определен. 3 апреля мы едем в Чурапчу для того, чтобы открыть Дни культуры нашей республики, и заодно отметим начало строительства в селе Талан Чурапчинского улуса. В этом году завершим и заедем с новосельем в декабре месяце, я думаю, в 2 домах культуры. Это в селе Тымпы Вилюйского улуса. Все ждут этого. Наш театр эстрады уже готов выехать на гастроли, поскольку 60% артистов театра эстрады являются выходцами села Тымпы Вилюйского улуса. И в селе Кемпендай Сунтарского улуса в этом году тоже откроет двери новый Дом культуры. Хочу похвалить амгинских коллег из социального направления, заместителя главы по строительству, которые сумели защитить наконец-то по программе комплексного развития сельской территории строительство 2 домов культуры в Амгинском районе.
В селе Самарсун и селе Алтанцы в этом году начнется строительство 2 сельских домов культуры по проектам, которые уже в Республике Саха-Якутия были реализованы. Продолжается строительство Центра культурного развития в селе Нижний Бестях, поселке городского типа Нижний Бестях, Мегино-Кангаласского улуса. Основная масса работ в этом году будет проведена, в следующем году он откроет свои двери. Много работ также по национальному проекту «Культура». Предусмотрено в этом году провести еще по направлениям увеличения количества наших специалистов, которые проходят повышение квалификации. Посещаемость по результатам прошлого года у нас наше учреждение культуры дошла до 19 миллионов посещений. Мы надеемся в этом году повторить этот большой успех для того, чтобы показать, насколько востребовано наше учреждение культуры, насколько мы читающий регион, насколько к нашему учреждению культуры приходят наши жители. То, что мы посещаемость Министерства культуры, это синоним слова востребованность нашей отрасли, это синоним слова объединенности нашей общей идеи быть вместе и приобщаться к красоте окружающего мира, природы и направлений, которые нас всех вместе делают якутянами, людьми, которые есть патриоты своей родины и которые любят свою родину. Общее направление отрасли культуры национальных проектов, вкратце, если рассказать, такое. Есть вопросы или дальше продолжаем? Сейчас. Хорошо. Ну, если рассказать еще интересного, хочу сказать о том, что в этом году, в прошлом году мы при поддержке главы нашей республики, председателя правительства Андрея Владимировича Тарасенко, провезли выставку Третьяковской галереи. Выставка получилась очень успешной. Нас посетили 16 тысяч человек. Мы выручили приличные деньги. И вот эти средства сэкономили, оставили на то, чтобы провести вторую выставку. Поэтому 6 апреля этого года мы откроем из Казани в рамках нашего соглашения с Татарстаном, привезем выставку работ. 83 работы будут привезены Ивана Ивановича Шишкина. Приходите в гости. Мы выбрали именно Шишкина, потому что думаем о том, что наше население будет приходить, им понравятся эти работы, и они востребованы будут. То есть мы хотим получить подтверждение своего изучения, опроса интереса наших жителей города Якутска. Читали, что в Амгинском улусе построят 2 дома культуры. Хорошая новость, где еще будут стройки. Стройки будут по всей республике. У нас есть плановые стройки, которые приходят в проектно-сметной документации. Скажу, что порядка 10 проектно-сметных документаций у нас уже имеется в нашей республике, и мы их отправим на конкурсный отбор 2024 года в мае месяце. У нас есть уже, так вкратце, который по памяти помню, Тора Кёль Татинского улуса, Курбуса Усалданского улуса, село Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса, в которых есть готовый проектно-сметная документация. Если мы добьемся части федерального финансирования, то это будет для нас хорошая новость строительства новых домов культуры. Но кроме этого, по другим программам, в этом году по поручению Владимира Владимировича Путина и поддержке Юрия Петровича Трутнева решению предложения Александра Сергеевича Николаева, у нас в этом году, вот недавно все видели по телевидению, установлена первая свая, это многофункциональный культурно-спортивный комплекс в селе Бескёль Горного улуса. Его тоже можно почитать о том, что где еще будут наши стройки. За счет регионального бюджета, за счет бюджета акционерной компании «Лроса» у нас ведется строительство, и в этом году будет введен большой дом культуры, тоже многофункциональный дом культуры в селе Хатарик Намского района, который мы начали в год 125-летия Максима Кировича Амосова. У нас в селе Кюль, Карбалах, в этом году тоже будет завершено строительство Дома культуры с пристроем, в котором расположится Государственный музей имени Исидора Барахова. Вот вкратце есть такие стройки. Руслан Петров спрашивает: добрый вечер, у меня вопрос, где ИСЭ Холонхо будет в этом году? ИСЭ Холонхо определен в этом году будет в селе Томтор Аймиконского улуса, Аймиконского района. Это будет первое воскресенье июля месяца. Учитывая северную территорию и всех Туймады, мы решили провести в эти сроки. Как будет праздноваться День работников культуры? День работников культуры мы начнем праздновать с завтрашнего дня, 24 в 11 часов. Это стало хорошей традицией. Мы всех наших работников, которые заслужили государственные награды, мы вручаем 10 знаков почетный работник нашей отрасли, будем вручать в зале республики. Руководство нашей республики поздравит нас, глава поздравит, руководство республики, и будет вручение государственных наград, народных званий. Я думаю, что и завтра будет радостный день. А 25 марта мы проведем
грани таланта наше общее мероприятие. Приедут начальники управления культуры, в каждом доме культуры, в каждом, наверное, учреждении культуры это будет торжественный день. За центр культуры в селе Апана, да, шикарный, по какому проекту построили. Проект села Апаны, кстати, да, он взять за основу, уже можно взять на основу, это действительно для сельской местности, я сегодня считаю, что, наверное, это один из самых насыщенных и самых хороших проектов, которым построен Дом культуры. Более того, директор такой продвинутый человек, сделал все возможное, чтобы максимально по проекту предусмотрели штанкеты, все оборудование. Это не просто сельский дом культуры, когда мы раньше бегали и открывали занавес налево-направо. Сейчас там все автоматизировано. Свет тоже поставлен на автоматику, через компьютер все настраивается. Это на самом деле театр, который находится Апанов. Проект, в принципе, всегда можно взять, он индивидуальный, отдельный проект, поэтому. Читал, что в Якутск привезут выставку Шишкина. Когда это будет и где? В Национальный художественный музей 6 апреля мы откроем эту выставку. 83 работы Ивана Шишкина. Тех, которые мы не видели. Это не Третьяковская галерея, это не Русский музей. Это Национальный музей Республики Татарстан. Помните, в прошлом году к нам приезжал Татарстан во главе с своим президентом Минихановым. У нас был Сабантуй во время ЛСФ. У нас была приятная, скоростная такая трехдневная программа. У нас гости приезжали, вот это соглашение продолжает работать, и мы как отрасль культуры его тащим дальше, то будем обмениваться. Кроме того, у нас председатель правительства тоже поддерживает, у нас есть хорошие связи с Приморьем, обязательно оттуда еще в этом году наш музей привезет картины Кандинского. Также есть соглашение с Эрмитажем, возможно к концу года мы сделаем выставку одной работы или одной картины из кладовых Эрмитажа, который тоже привлечет наше внимание. Добрый вечер, Юрий Степанович. Назначить стипендии кузнецам и ланхасутам. Да, кузнецы и ланхасуты получают. Более того, глава республики наше предложение поддержал и все поправил. Все стипендии получают. Мы сверху вот этой суммы, которая предложена, 30 тысяч рублей, налоги, которые положены, выплачиваем из бюджета заранее. То есть на руки уже люди получают без вычета 30 тысяч рублей. Будут назначены такие отрасли. Сегодня главой поддержано предложение народных мастеров. Мы должны в эти дни подготовить новый указ, по которым 7 народным мастерам, которые шьют, которые там есть по 5 номинациям, да, и по 7 номинациям как раз будут предложены новые стипендии. Надеюсь, мы быстро это все сделаем, и с середины этого года или сентября этого года эти стипендии будут назначены. Но мы вообще-то хотели там, к июню месяцу подписать этот указ, когда Владимир Владимирович Путин объявлен 3 воскресенья июня, объявлен Днем народного мастера в Российской Федерации. К этому времени, я думаю, что Александр Сергеевич поддержит, и проект указа, когда мы подготовим, будет подписан и начнут выплаты. Ну, выплаты еще зависят от бюджетных порядков. Было шикарно шествие День народного мастера. Откуда такие костюмы, что будет еще что-то такое? Я думаю, что это будет традиционным уже якутским праздником. Если в Бразилии люди ходят в феврале, да, который весь мир знает, мы якуты только расширим. И это реклама ведь наших народных мастеров. Это шьют все наши женщины, наши мужчины, это наши мастера, это таланты, это люди, то, что оставляют, как говорят же, как великий Пушкин говорил, оставляет след на этой земле, памятник строит себе. И вот каждый мастеров мы еще выкупаем эталонный фонд нашей галереи «Семях» частично. Я думаю, что это будет продолжаться каждый раз 5 марта. В Амге готовится к спартакиаде. Что будет? В Амге в этом году готовится к спартакиаде, необычной спартакиаде, по адаптивным видам спорта. Раньше мы проводили его не совсем торжественно, как проводим большие спортивные соревнования спартакиады. Главой республики в этом году принято решение, чтобы спартакиаду по адаптивным видам проводить тоже на высоком уровне, так же, как проводим большие наши якутские олимпийские игры, спартакиады. И нам поручено Министерству культуры совместно с Алданским и Амгинским районом подготовить на высоком уровне торжественное ее открытие. Оно будет оригинальным, интересным, подходящим адаптивным видом спорта. Татьяна Николаевна Чаранская будет главным режиссером. На сегодня уже известно, что мы сочиним, и в этом году в Амге впервые прозвучит гимн спартакиады по адаптивным видам спорта. Само открытие тоже будет ярким, красочным, таким, какие были спортивные игры в Амге 3 года назад. К нам приедут чемпионы
и участники Олимпийских игр по адаптивным видам спорта. С Российской Федерации такое поручение дано, и Министерство спорта сейчас работает над приглашением этих участников. Мы уже были самым читающим регионом. Есть ли конкурсы, чтобы стать самым музыкальным регионом, самым театральным? Какие успехи есть в этих направлениях? Таких конкурсов, чтобы стать самым музыкальным регионом, нет, и самым театральным. Но наши театры известны в Российской Федерации. Некоторые даже за пределами Российской Федерации. Саха академический театр у нас известен за пределами Российской Федерации, и его постановки Андрея Савича Борисова имели успех, имеют успех. В этом году наши театры тоже поедут на гастроли. Русский академический театр поедет в Амурскую область с гастролями, а мы примем участие с Саха академическим театром на гастроли в Бурятии, Улан-Удэ, поскольку в этом году Бурятия отмечает так же, как мы в прошлом году, 100 лет со дня образования их республики, государственности Бурятии. Вот такие гастроли пройдут по программе «Большие гастроли». Театр танца по программе «Русские сезоны» примет участие в гастролях в Казахстане. Саха-фильм тоже примет участие в гастролях, которые пройдут по программе русских сезонов, показе российских кинофильмов в Казахстане и Узбекистане. Мы планируем в этом году организовать по поручению главы нашей республики Арсения Сергеевича по итогам поездки в Казахстан тоже выступление наших коллективов на фестивале в декабре, этническом фестивале, где примут участие Казахстан, Киргизия, Узбекистан, наш театр танца, наши виртуозы, хомусисты и, возможно, другие такие наши уникальные номера для того, чтобы День Республики Саха-Якутия на сцене концертного зала «Казахстан» имел успех, признание, чтобы вот то двери, которые сегодня с пожелания президента Казахстана, нашего поручения, нашей главы Арсения Сергеевича Николаева, имели продолжение и вообще понимание. Мы успели съездить в рамках программы открытия русских сезонов в Астану, и наш министр Ольга Борисовна Любимова, открывая его, тоже в программе утвердила участие Республики Саха-Якутия в общей программе Российской Федерации в этих двух республиках. По национальному проекту в прошлые годы привозили музыкальные инструменты для детских школ искусств. В этом году что-то будет. Да, я уже говорил, в пределах 50 миллионов в этом году мы выделили нашим 9 школам искусств инструменты. Хочу отметить, что в это попала тоже Тюнгюрюнская детская школа искусств, в которой в прошлом году был пожар. Мы поддержали эту школу нашу, и она будет насыщена, тем сгоревшими инструменты будут восстановлены. Будут ли возить оперу Нюргумбатур в другие города? Такой Апехаль, да, есть такое предложение. Мы знаем, что Нюргумбатур пока не состарился по времени после постановки, и Андрей Савич, и театр готовы о том, чтобы опера была показана и в других местах. Есть предложение вывести ее на дни Республики Саха-Якутия в Казахстан. Это будет или в этом году в октябре, или в следующем году в апреле. Но в программе это стоит. Насчет других гастролей по Нюргумбатуру, Бишкеке и других новосибирских театров, пока у нас есть планы, но надо выстроить бюджетное финансирование, востребованность и календарный план театральных учреждений. Вопрос откровенный. Какую музыку вы слушаете? Рудников, да. Я как у Эльдара Рязанова, я слушаю милую, наивную мелодию, которая нравится, наверное, нашему поколению. Да, я люблю слушать, наверное, не джаз, не рок. Я люблю слушать, наверное, приятную музыку своего поколения. Каждый человек живет за своим поколением, и он в себе хранит вот этот культурный код и признание, наверное, видение своего поколения, красоты, признания. Спасибо за открытие нового дома культуры Эйгев в Тасагаре. Очень красивое новое здание. Какие еще объекты появятся в районе? Вопрос прямо в точку. 7 апреля откроется дом культуры в селе Хампа. Тоже ваши соседи Вилюйского района муниципального образования. Делегация Министерства культуры обязательно будет там. Мы свой подарок, выделив порядка 2,5 миллионов рублей для того, чтобы оснащение этого дома культуры было с участием национального проекта «Культура» или Министерства культуры нашего, уже сделали. Поэтому мы туда приедем не просто в гости, но уже с подарком Министерства культуры. Будет ли земский работник культуры в Якутии? Думаю, будет. В Российской Федерации. Есть поручение Валентина Ивановны Матвиенко, чтобы эта программа была разработана в 2024-2025 годах. Поручение дано заместителю председателя правительства Голиковой Татьяне и нашему Министерству культуры. Я думаю, что сегодня разрабатывается положение о земском работнике культуры. Для нашей республики, в целом для Дальневосточного федерального округа, это направление очень нужное,
полезное. Нам надо наращивать, да, объем, наверное, обеспеченности работниками культуры именно детских школ искусств, в первую очередь специалистами, которых профессионально учат фортепиано, те, которые учат скрипки в наших районах, в наших муниципальных образованиях. В прошлом году было много гастролей, согласен, было очень много гастролей. Приезжал Большой театр, приезжала Пересель, Чернишвили, Приморский театр, еще не сказали Добровольского, приезжал еще Александринский ведь театр был, у нас еще приезжал Калмыцкий театр, мы же хотели Будду. Да, прошлый год был год культурного наследия, и то, что в Республике Саха-Якутия он прошел действительно на высоком уровне, отметили и на федеральном уровне. И здесь, в Республике Саха-Якутия, правительством республики, главой республики это высоко оценено, что год культурного наследия мы сделали годом, наверное, всего населения, всех жителей нашей республики. В этом году меньше будет гастролей. Но я уже сказал, что к нам приедет Амурский театр, к нам приедет Бурятский театр из Улан-Удэ. Ну, еще будем работать над тем, чтобы не совсем закончить, да, гастроли тех гостей, которых мы всегда готовы и рады взять. В этом году Волковский не приедет, и Александринский не приедет, и Большой не приедет. Но будем работать над тем, чтобы они приезжали к нам и в следующем году, и дальше. Но вы не забывайте, к нам всегда приезжают интересные люди, великие музыканты. Маэстро Гергиев не забывает всегда, когда едет в Владивосток, садится к нам и дает концерт академической музыки. Спасибо за вопросы. Кто получил интересную информацию, я очень жду всех 6 апреля на открытии выставки Ивана Ивановича Шишкина. Это лучшие пейзажи нашей страны, Швейцарии, которые оставил нам Шишкин. Приходите за хорошим настроением. Всего доброго.